Его имя стало нарицательным в истории осетинской музыки, а вклад в развитие национальной культуры и искусства создал прочный фундамент последующим поколениям. Жизнь, состоящая словно пазл из мелодий и звуков, оставила не просто след. Золотыми буквами вписала имя Булата Газданова в наследие осетинского народа. Булат Гапоевич первым удостоился звания Героя труда Северной Осетии. И именно им, людям, посвятившим свою жизнь работе на благо родной республики, посвящен новый проект 15-го региона. Знакомство с Булатом Газдановым для меня началось в настолько раннем детстве, что я его и не помню. О, Булат, тебе цены нет. Булат как человек неповторим. Как музыкант неповторим совершенно. Он был для нас и Бетховеном, и Моцартом. Он ключи от всей осетинской музыки. Булат – хранитель осетинской музыки, музыкальных традиций. Герой труда Осетии. Внес очень большой вклад в развитие национальной культуры. Он расширил диапазон и возможности от простой, примитивной гармоники. Он написал массу музыки к спектаклям Осетинского драматического театра. И они стали хитами. Эта музыка, песни из этих спектаклей стали хитами. Я рос в его доме. Музыка, насколько мне позволяет моя память, была в нашем доме всегда. Он знал все. Он знал все симфонии Хаханова, все симфонии Габараева, музыку Христофора Плиева, Феликса Алборова. Они его обожали. Мы его все боготворили. Несмотря на то, что Булат играл с детства, там, с 3-4 начал постепенно овладевать этим искусством, так скажем. Для меня это до сих пор предел мечтаний. Его довели еще в училище до 4-голосных диктантов. Чтобы вы понимали, наш максимум это 2 голоса, то есть двухголосный обычно. Нам больше не дается. То есть, там прям база хорошая была. И они видели потенциал, то есть человека, они его переводили с группы в группу. То есть вот он понимает, что этот человек в этой группе уже вырос, все, база у него очень крепкая была. Еще учась в училище, он уже начал работать в оркестре. На последних курсах в 1956 году он пришел в оркестр как дамрист. В 1957 он закончил колледж и поехал в Москву поступать. Смог проучиться только 1 год. Во-первых, ему было тяжело. Никакой помощи не было. Он говорит, просто в буквальном смысле голодал. И когда приехал, умер родной брат. Мама одна. И вот молодой парень, ему было 18-19 лет, он, в принципе, понял, что все на его плечи. И этот груз, не груз, он его нес с любовью. Когда его укоряли, говорили, Булик, вот, ты не женился, вот, где-то вот так, он говорит, это мои дети, это моя семья. С 1956 года он вернулся обратно в оркестр, все, работал. В 1965 он уже стал дирижером и худруком. С 1965 года по 24 июля 24 он был художественным руководителем этого коллектива. Его детище, вот этот оркестр народных инструментов, народу показал музыку не только гармошки, где 1 тембр, а вот все богатство, разнообразие и величие. Есть какие-то коллективы, которым много-много лет, и вот ты смотришь и думаешь, Господи, а кто потом? Потому что от личности очень много зависит. Потому что, может, коллектив может сохраниться, а если нет реального стержня, Булат был стержнем.
когда я учился в консерватории, вся консерватория ленинградская, мы недолюбливали баянистов, аккордеонистов, потому что у нас была фраза, написанная на стенах: там, где начинает звучать баян, там заканчивается музыка. На народном отделении была домра, то есть самого класса гармоники в принципе не существовало. Он из осетинской гармошки, из обывательского инструмента сделал профессиональный. И для этого инструмента стали писать. Он расширил диапазон и возможности от простой, примитивной гармоники. Гармоника, она как бы обрядово-бытовой, так скажем, изначальный инструмент. Он не находился на сцене, он был, да, там в театрах где-то включался, но, опять же, вот если это что-то народное пытались, да, как-то что-то сценки из народа. И для него не писалась музыка, то есть были только народные и все. В какой-то момент, сидя на радио, кто-то, я сейчас композитора не вспомню, то ли Христофор, то ли Кокойти, работали над произведением. Он в перерыве, он там уже работал, был пока домристом, начал играть этот мотивчик на гармонике. Ну, там взял гармошку в перерыве и начал на ней играть. И композитор влетает, что это, я хочу вот этот инструмент в своем спектакле. И постепенно начали уже именно писать для него. Но композитор не может написать весь спектакль в одной тональности. То есть у тебя, ну, условно, 3, даже если певца, они не могут петь в одном регистре. Кому-то надо петь выше, кому-то ниже, а на диатонической гармонике ты не сыграешь. Там можно сыграть в определенном мажоре и миноре параллельно, все. То есть у тебя нет возможности играть на тон выше, на полтона и так далее. Там не хватает просто звукоряда полноценного. И сидя на каком-то из спектаклей, у него, вот он рассказывал эту историю часто, у него рядом было 3 гармоники. Одна у него, вот он сыграл, и чтобы там следующий выход актера, чтобы поменять инструмент, он уже заранее так ногой, вот мне следующий, ну, там склейки, ну, чтобы быстро это сделать, он показывал ногой, убирал инструмент, быстро берет другой, на другом начинает играть. И вот так, ну, чтобы вот этого всего не было, это как минимум неудобно. Это, ну, начало, вот откуда у него, в принципе, это пошло, почему он решил это сделать. Началось вот с таких вот моментов, потому что инструмент начал расти. Панасенко первую гармошку сделал Булату, по его эскизам, по булатовским, сделал, это был Панасенко. До сих пор эта гармошка здесь. В его руках даже самая простая гармошка звучала как арфа, уж не говоря о своем инструменте. Класс обучения на гармонике его не было, не существовало. В принципе, даже класс игры на осетинской гармонике вел он. То есть до того, как он в нашем же колледже и так далее начал преподавать гармонику, это же не просто прийти преподавать, это надо разработать какие-то планы, там учебная целая какая-то структура должна быть. Он это сделал. Потом те же книги, которые я тоже в этом участвовал, был сопричастен к изданию этих книг. Я был еще, там, мне было лет 12-13, когда вот первые книги, там, 1-2 класс вышли, и следом уже там дальше, через 2 года, где-то 3-5, и книга у него еще есть с песнями, там 50 песен его сочинений. И я в том числе сидел рядом или помогал там, да, не писать, не сочинять, имеется в виду там редактировать что-то, почищать, выравнивать. Это все просто глобальный труд. Ну, такого нет нигде практически, чтобы на национальных инструментах, вот на остальных наших национальных инструментах на сегодняшний день, допустим, проблема Тейшем Вандера, Дала Фандера и всех остальных наших инструментов, у них нету ни сборника, ни методической какой-то, вот как на нем играть. Нет никакого учебного пособия. Булат для гармоники ее создал, он ее придумал, ну, как бы полностью, вот как есть для фортепиано, там сборники для всех инструментов, которые уже прошли этот путь становления. Булат это сделал для гармоники. Его инструмент запатентовали как первая хроматическая гармоника на Кавказе. Дудар Хаханов в 60-м году пишет концерт, первый в истории осетинской музыки для гармошки, для гармоники с оркестром, посвящается Булату Газданову. Потом другие композиторы тоже писали, они все посвящены Булату Газданову. То есть он национальную гармошку перевел в ранг сольного концертного инструмента. Он народную музыку ну не просто сделал для одной гармошки, а
А вот всеми тембрами, которые существуют в мировой музыке, русской, советской, зарубежной, вот это все у него было. Он туда, в оркестр народных инструментов, первый, там были и скрипки, и виолончели, и флейты, и кларнеты. Он раздвигал рамки народного, вот потому он и великий, потому что он смотрел на годы вперед. Казданов написал очень много. Он писал к кинофильмам, он писал к спектаклям. Ему все равно русский спектакль, ему все равно, или там юго-осетинский, или еще и дагестанский, какой хотите, да. И фильмам, и к спектаклям, не говоря уже о своем оркестре. Многие партитуры, которые есть в оркестре, их десятки, сотни, они написаны его рукой. Он их создавал, он их собирал. Когда появилась возможность через компьютер, я к нему приходил домой, и там у него наверху такой был закуток, компьютер, ему поставили, научили, поставили программу. Он сидел там, и постоянно не придешь, он что-то писал, вот уже с помощью компьютера, ноты, правил, что-то исправлял, что-то дополнял. То есть в этом смысле это была форма его жизни. Он и в театре ночевал в Осетинском. И если он писал музыку к спектаклю, то это была такая музыка, которая оседала в сердце всех, кто видел этот спектакль. Он в целом был трудоголиком. В каком-то смысле он мог писать эти партитуры, вот кто-то или для оркестра, либо кто-то что-то попросил, там, вот напиши мне то, напиши мне это. Ему разницы не было, он с радостью для людей, он всегда делал все, как-то отдавал. Он был для нас и Бетховеном, и Моцартом, он чувствовал, он жил ее. Вот музыкой, и почему его люди любили, потому что они чувствовали, что он для них, он ради них, не для себя, а прежде всего для них. Лазма Адаманова, он всегда вот, ну, пускай играют, лишь бы играли, лишь бы вот это процветало, лишь бы оно шло вперед, вот он за творчество родил. Помимо оркестра он же много где еще работал. Он с госансамблем сколько ездил и писал для них, в том числе тоже, ну, собирал коллективы. Для Осетинского театра он там и как гармонист играл раньше вот за кулисами, потом начал оформлять спектакли, ну, писать музыку к спектаклям, музыку к фильмам. То есть он не ограничивался одним оркестром. По факту вся музыкальная часть, он все это прекрасно знал в Осетии, и он практически везде был причастен. Он прекрасно знал драматургию. Казалось бы, ну, дирижер, композитор, исполнитель. Откуда драматургия в нем еще? Да, он написал массу музыки к спектаклям Осетинского драматического театра. И они стали хитами. Эта музыка, песни из этих спектаклей стали хитами. И одна песня, как говорится, не похожа на другую, и каждая из этих песен шедевр. И в каждой песне его душа. Там мелодия потрясающе красивая, и там слова. Всегда вот слова и мелодия, вот это создает уникальное произведение. Булат хранитель осетинской музыки, музыкальных традиций. Если бы он не создал в свое время, не проработал с инструментом, с нотами, не записал всех этих старинных наигрышей, всех этих мелодий, которые играли наши предки, так скажем, их бы на сегодняшний день уже и не было. Он бывал часто в Турции, и он привозил какие-то мелодии, на основании этих мелодий создавал практически абсолютно оригинальное новое произведение, но при этом он говорил, это вот типа мелодии астинских, турецких астин. Он не говорил, что вот он говорил обработка, хотя он мне показывал какие-то песни, скажем, известных композиторов в том варианте, в котором, скажем, они были написаны. А вот в том варианте, в котором мы знаем их, это уже Булат. Грубо выражаясь, он придавал им товарно-концертный вид. И они вот живут до сих пор, они воспринимаются. Я знаю, что многие молодые певцы, эстрадные и так далее, они берут, поют песни. И если они их поют, значит, в самой песне, в самой музыке заложен, как сказать, запас прочности. И когда мы говорим классика, эстрадная музыка тоже может быть классикой. И в этом смысле Булат при жизни был классиком. Он настолько играл, вот настолько, вот, ну я не знаю, он настолько разговаривал путем вот этих звуков, которые извлекались из-под его пальцев. Он настолько говорил, просто и меня куда-то
Вот мои мысли, я вместе с этой музыкой где-то не там была, а вот куда-то меня унесло все это. И вот в один момент он резко останавливается и говорит: Зоя, ты почему меня не слушаешь? Представляете, вот он, даже вот это вот он чувствовал, носители были совершенно другими. То есть мы писали на пленочку, а сейчас все в цифре. И вот то, что было записано на пленку столько лет и столько материала, ГТРК «Алания» решила перевести на цифру. И, конечно же, самое первое место в этом занимало творчество Булата Газданова. То есть можно сказать, что я с него и начала цифровать все то, что было сделано на пленку, записано было на пленку. Я не могу сказать, что все уже оцифровано, даже сегодня, потому что этого очень много. Будучи в Москве, наверное, вот полноценно я это понял там. То есть не когда ты в одном доме живешь с человеком, да, ты этого не оцениваешь. Вот в детстве вы ходите на прогулку гулять по проспекту, ты с ним не пройдешь и 10 метров, постоянно кто-то останавливает, с кем-то он общается, все с ним здороваются, тебя это как ребенка только напрягало. Но ты этого не совсем понимал, это для тебя непонятно было. Вот уже когда я в Москве начал изучать, это проходили мы и здесь, но задумался я в Москве. Музыкальная литература, более подробно там, тот же Глинка и о его пути, это отец, так скажем, русской музыки, он не первый, но все же. Вот что он ездил тоже по Волге и так далее, он собирал по селам все эти там русские народные песни, напевы, всевозможный фольклор. Вот это все, и этому придавалось много значения. Я, сидя на паре, вот тогда тоже думал, ну да, как бы, Булат тоже этим занимался. Понятно, что там масштаб, конечно, России с этой не сравним, но все же. И вот как-то вот такими какими-то маленькими здесь, на Музлитре, где-то еще на каких-то этих, ты думаешь, а что, а вот Булат тоже так делал. И ты уже оттуда, как бы взгляд со стороны, он уже, осознал я это гораздо позже, на самом деле, насколько великий труд, насколько много он вложил и сделал для развития в целом национальной музыки и вообще культуры. Его музыка, его произведения, они были как бы частью информационного пространства, как сегодня говорят. И мне всегда Булат воспринимался чем-то таким огромным, к которому вот так дотронулся, там еще что-то. А когда пришел, нет ни одного значительного певца, который бы не прошел через Булата. Если мы живем в Осетии, если мы поем осетинские песни, то обязательно человек приходил к нему в оркестр. Вот он меня приметил, когда мне было 20 лет. И благодаря его слову мне разрешили записать в радиокомитете свои первые 8 песен с эстрадным оркестром. И с того момента до последнего дня жизни этот человек был всегда рядом со мной, а я был рядом с ним. Булат Гапоевич Газданов выпустил не одно поколение музыкантов, гармонистов, известных гармонистов, преподавателей наших музыкальных учреждений. Мне тоже повезло в этом. Я тоже являлась его ученицей, которую впоследствии он пригласил в оркестр солисткой. Дело было так, что я поступила после школы на исторический факультет, но Булат Гапоевич настоял. Он сказал, что мне необходимо учиться в училище искусств по классу осетинской гармоники. Я послушалась его, и хочу сказать, что я благодарна судьбе, благодарна Булату Гапоевичу за то, что я все-таки пошла по этой линии. И вот уже несколько десятков лет посвящаю этому своему любимому делу и работаю с первого дня после окончания училища искусств. Я работаю в оркестре имени Булата Газданова теперь уже. Раньше не было тех ксероксов, не было, в принципе, напечатанных нот осетинских произведений наших Хонга и все вот эти, их не было. Тогда еще не был издан его сборник, их еще не было. Каждый раз, когда мне надо было что-то учить, как мне педагог говорил, он мне давал там классику, этюды, что-то еще, говорит, а осетинское тебе дома дадут. Он садился, брал гармошку и начинал играть. И ты слушаешь там одну Хонгу, вторую, третью или там щинды, все возможные, что и ты вот в какой-то момент, вот это мне нравится, давай вот его. Он садился и за ночь мог написать мне это произведение. Я же говорю, эти нотные тетради до сих пор они у меня рукописные лежат.
они хранятся. Уроки с Булатом Гапоевичем, знаете, они не просто были, что вот тебе ноты поставили, и ты должен воспроизвести то, что написано в нотах. У него урок был всегда очень интересный. То есть он всегда рассказывал о характере этого произведения, какая-то история, если была связана с той или другой мелодией, он это все очень-очень подробно рассказывал, и на самом деле это очень помогало потом вот в исполнении этой мелодии, потому что если ты образ какой-то себе представляешь, естественно, это можно вложить туда соответствующие эмоции в эту мелодию. И вот в этом плане это были такие очень интересные, плодотворные уроки. Пришло время найти свой инструмент. Вот. И Булат мне говорит, иди в лицей искусств, начинай возрождать этот инструмент. Я не хочу. Он натравил меня, Министерство культуры, меня туда вызвали. Смотрю, и Газданов там сидит. Ну и уговорили, короче говоря. Уговорили, и я пошла в лицей. Детям говорю, вы видите инструмент? Просто вас тоже спрашиваю, вы видите инструмент? Я говорю, я тоже вижу. Струны видите? И я вижу. А вы ноты там видите, какие, где до, где ре? Они говорят, нет. Я говорю, честное слово, я говорю, я тоже пока не знаю. Вот с этого я начала работать, конечно, помогая Газданов, только Газданов. Мы сидели, решили, какие звуки дать этому инструменту, чтобы ученикам удобно было и всем. И мы вот это возродили вместе. Я не одна, это был Газданов. Все мои предшественники, Дудар Хаханов, Илья Габараев, Христофор Плиев, для них Булат, так же, как и для меня, был опорой. Мы опирались на его знания, на его вкус, на его удивительные человеческие качества. И он это все пронес через свою всю жизнь и отдал ее для сохранения, обогащения, роста осетинской музыки. Несмотря на то, что моя мама тоже известная гармонистка, Ирина Мистулова, но я училась у Булата Гапоевича, естественно, он вкладывал в меня все свои навыки. И так получилось, что я исполнительница больше в его стиле, нежели в стиле своей мамы. Вот. И, конечно, мне вот, например, сыграть дуэтом с кем-то, да, если это тоже ученик Булата Газданова, то уже школа, когда одна, то, конечно, мы уже друг друга и понимаем лучше, и все идет, так скажем, как по маслу. Мелодии Булата Гапоевича, конечно, они, знаете как, они вот мое нутро все. Почему? Потому что, еще раз говорю, 4 года, да, во время учебы он вкладывал все свои знания, все вкладывал в меня, а потом еще столько лет работы уже с ним, тоже в оркестре, конечно, это безрезультатно не может пройти. Поэтому мелодии и Булата Газданова, и в его исполнении я узнаю буквально с пару нот, и я уже могу сказать, что это исполняет Булат Гапоевич или это мелодия Булата Газданова. Для нашего народа, для Осетии это имя стоит в том же ряду, где Кустахи Тагуров, где Васо Абаев, Бимбулат Ватаев, Николай Саламов, великие люди, которые являются символом национальной культуры. А Булат Гапоевич является символом осетинской народной музыки и символом всего того, что называется нашим национальным наследием, которое он пронес через всю свою жизнь. Творчество Булата Газданова, оно такое обширное, то есть он автор многих, сотни песен, можно так сказать, он и инструментальных пьес. В этом
его талант, что называется, конечно же. И вы знаете, он не был членом Союза композиторов. Долгое время не был членом Союза композиторов Осетии. А вы знаете, почему? Причиной, что являлось, ему всегда говорили: а у тебя нет больших полотен, у тебя нет симфоний, у тебя нет опер. А это разве главное? Ведь все то, что он написал, они больше имели резонанс и вообще больше их любили, чем сочинения, которые писались до него другими композиторами. Я не умаляю достоинств других композиторов, у нас очень талантливые были. По какому-то кодексу, значит, надо писать симфонии, надо писать какие-то формы. Он их не писал, он был чисто национальным композитором. Господи, какое счастье, что при Глинке не было Союза композиторов в России и Союза писателей при Пушкине и так далее, и так далее. Потому что человек или композитор, он или личность, или его нет. Внешне по нему бы никто не сказал, что он вот переживает за это. Для чего, говорит, это мне? Меня и без того знает. Вот он относился именно к этому вопросу вот так. Для чего мне это? Любая справка, любая песня, любое произведение, все, что касалось национальной осетинской музыки, народной, это был, как сказать, главный человек, чье мнение было всегда главным и решающим, это был Булат Гапоевич Газданов. Если к этому прибавить его фантастические человеческие качества, который даже не создал свою семью, он не распылялся, он весь отдался людям. Я считаю, что и решение правительства присвоить ему звание Героя труда нашей республики, оно закономерным явилось. Мне так, во всяком случае, кажется. И я это отношу к Вячеславу Зелимхановичу Битарову. Это его заслуга. То есть это его инициатива. Он проявил инициативу, чтобы ему присвоили звание Героя труда нашей республики. И ему очень благодарен оркестр весь, даже за то, что сегодня оркестр находится в таком здании, в таких условиях. Благодаря ему они сегодня находятся в нормальных условиях, в достойных условиях. И это все Вячеслав Зелимханович. И Булат конкретно, вот Булат, ему очень был благодарен. Я это хорошо знаю. Звание Герой труда Осетии присвоено Газданову Булату Гапоевичу, художественному руководителю Национального государственного оркестра народных инструментов Республики Северная Осетия Алания. Все то, что помогает развитию человечества, это создается тяжелым трудом. Ведь без тяжелого труда никаких результатов никогда нигде не бывает. Ни в бюджетной сфере, ни в бизнесе, ни в культуре. Хотелось бы отличить тех людей, которые являются примером для молодежи, которые своим трудом, своей жизненной дорогой являются примером для воспитания подрастающего поколения. Тогда с коллегами пришли к мнению, что нужно тем людям, которые достигли больших результатов и для которых их труд является высшим достижением для нашей республики, большим достижением для нашей республики, выделить этих людей вот таким званием Герой труда Осетии. Самая первая кандидатура это была кандидатура Булата Газданова. Когда я спросил почему, то сказали, что внес очень большой вклад в развитие национальной культуры.
Булат при жизни, он заслужил, чтобы оркестру дали его имя. Очень многие люди подписались, и спасибо огромное Вячеславу Зелимхановичу, потому что это моментально был подписан указ, и оркестру присвоили при живом Булате, присвоили имя Булата Газданова. Когда прозвучало имя Булата Газданова, даже не было никаких возражений. Это было понятно, да, Булат Газданов. И он стал первым героем, он был им. Я человек времени, советского времени. И в это время бывали передовики производства, во всех видах производства. А вот о музыке, чтобы вот кто-то сказал, что вот ему нужно дать звание труда, героя труда. Вот такого не было в советское время. А вот сейчас, в наше время, нашли нужным это сделать. И спасибо большое. Это очень хорошее решение, на мой взгляд, которое приняло правительство. И первый этого звания был удостоен Булат Гапоевич. И это совершенно правильно и заслуженно. Конечно же, столько музыки, столько вот сегодня на слуху, могу сказать, через одного осетина, у него на слуху музыка Булата Газданова. То ли песни, то ли его игра самого. То есть столько много сделал он для музыкального искусства нашей республики, что второго такого я рядом никого не могу поставить. Хотя были композиторы, но они писали совершенно все по-другому. А Булат Газданов был ближе к народу. Я никогда не видел, чтобы он якал, чтобы он говорил, вот скажите обо мне, вот то, что он делал, это уже, когда творческий человек что-то делает, это уже в каком-то смысле он якает. Он по-настоящему любил и служил своему народу. То есть и это делал он вот как дышал, абсолютно естественно. Он всегда говорил это просто. Ну, то, что мне природа дала, я этим должен делиться. То есть это, если ты в чем-то хорош, ну, это не для того, чтобы ты гордился, возгордился и ходил с приподнятым там, подбородком, да, задернутым. Это для того, чтобы ты этим делился. То есть тебе дала природа, и ты должен это отдать. И для него это было в природе вещей. То есть сказать, что Булат ходил там слишком гордый, слишком такой... Нет, он был максимально скромным, простым человеком. Люди, которые к нему каждый раз даже вот уже в преклонном достаточно таком возрасте подходили на проспекте, люди, которых он не знает, я имею в виду, не знакомые там, они не дадут соврать, он никогда никому ни в чем не отказал, никому грубым словом или как-то. Он всегда был скромным, всегда простым. И как он сам говорил, вот я пересматривал еще какие-то его интервью не так давно, и он до конца оставался вот этим, как бы ребенка какого-то, ну, в хорошем, наверное, в таком смысле, в душе он оставался этим ребенком. То есть вот это светлое что-то, наверное, в нем оставалось до самого конца. Закатилось солнце осетинской национальной музыки, потому что с его уходом эта ниша никогда не восполнится. Такого никогда не будет. Это была энциклопедия, это совесть и достояние нашего народа.